В администрации города Сухум прошла встреча главы Беслана Эшба с предпринимателями из республики Марий-Эл. Рада вас приветствовать в городе Сухум. Такие поездки, наверное, не полезные для делового общения, для организации бизнеса, предпринимательской деятельности, поэтому мы всячески готовы оказывать содействие. Уверен, что найдем точки соприкосновения и попробуем посотрудничать, как говорится. В свете увеличения тарифа на электроэнергию в Абхазии и долговечности предлагаемой продукции, Сухумская администрация уже выходила на контакт с компанией, производящей светильники для паркового освещения. Есть договоренность о поставках оборудования к январю, а в будущем о наладке производства комплектующих на месте. У нас достаточно большие направления по гражданке, начиная со светодиодных светильников, кончая там для агросветильники, сейчас там гроу-боксы начинаем выпускать, ну, в общем, все, что касается этого направления светового. Мы рассматривали вопрос пока первичной покупки светильников, которые освещают дороги, улицы, парки и так далее, на перспективу, чтобы могли сделать здесь сборочное производство. Если мы готовы двигаться в этом направлении, то буквально с Нового года мы сейчас с вами обсудим варианты сотрудничества, что будет в первую партию входить. Мы приблизительно понимаем ценовой диапазон, приблизительно понимаем, какова гарантия ваших светильников, и какая у них энергоемкость, тоже, в принципе, нам это интересно. А если у нас есть перспектива совместного производства здесь на месте, то это еще больше, нас заинтересует в этом. У нас есть наработки по направлениям, и мы на самом деле многим компаниям Российской Федерации предлагаем использовать наши усилия для того, чтобы можно было представить российскую продукцию или продукцию, произведенную совместными усилиями, для того, чтобы можно было выходить на другие рынки. Такая возможность у нас тоже имеется. Тема энергосбережения была продолжена также и при презентации компании, производящей инфракрасные обогреватели. Производители из Марий-Эл предлагают 12 лет гарантии на свою продукцию. Кроме того, их обогреватели потребляют меньше электричества. Правда, цена на них выше, чем на китайские и турецкие конвекторы. Модификация у нас довольно-таки очень обширная. У нас есть несколько направлений нашего оборудования, есть несколько вариантов мощностного ряда, размерного ряда. Преимущество наших обогревателей, что мы имеем большую степень защиты, это IP66, а это влажные помещения или довольно-таки такие автомоечные комплексы, где-то, возможно, не бассейны, но там, где присутствует влага. Мы в этом смысле заинтересованы как администрация, как, скажем так, в целом, наверное, правительство, в том плане, чтобы энергосбережение происходило везде, где возможно, потому что у нас действительно серьезный дефицит электроэнергии. И давая такую возможность нашим жителям, то мы понимаем, что если заменят они свои котлы, если там конвертеры и так далее, то это будет существенная экономия расходов. Еще один предприниматель из Марий-Эл представлял кондитерское производство. По информации замглавы Сухума Леона Кварча, в год в Сухум экспортируется до 1000 тонн кондитерских изделий. В курортный сезон потребление выше. На встрече российским предпринимателям рассказали о существующем законодательстве, о налоговых и иных преференциях для инвесторов. Амрамич Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум.